У каждого человека, вне зависимости от того, совсем он маленький, молодой или уже убеленный сединой, вне зависимости от того, работает он на производстве или служит образованию и культуре, вне зависимости от того, проживает он в большом городе или в небольшой деревушке, но у каждого человека есть тот человек, есть та личность, о которой принято говорить остаз, наставник. Эти люди определяют во многом наш жизненный путь. Кто-то каждодневным трудом, каждодневным служением, кто-то своим поведением или одним советом, который может определяющим быть в становлении личности. Например, Мустай Карим собрал этот образ в старшую мать, которая, у каждого из нас, наверное, самый главный наставник – это мать, это отец, которые с самого рождения ребенка делают все для того, чтобы он стал лучше всех. Именно мать прививает самые главные, самые необходимые человеку понятия о добре, о красоте, о мире. Именно мать прививает человеку родной язык, эсятелен, как говорил Рами Гарипов. А дальше человек пускается в большое плавание по своей жизни. На пути его встречаются большие волны, на пути встречаются рифы, и обходить их и преодолевать помогают педагоги. Это люди, беззаветно служащие всем, не одному, не двум, не трем, а десяткам, сотням и тысячи маленьких детей, для того, чтобы наш мир действительно стал краше и лучше, для того, чтобы каждый человек нашел свой жизненный путь. Наверное, не случайно 2023 год объявлен в нашей стране годом педагога и наставника. Наверное, очень необходимо нам сегодня задуматься и вспомнить тех, кто для каждого из нас сделал все, чтобы мы стали людьми, кто желал нам стать этими настоящими людьми. Наверное, в этот год все должны поработать так, чтобы профессия учитель перестала быть просто профессией, чтобы общество осознало, что это еще и большое призвание. Это большое служение, это каждый день отдавать частичку своей души, частичку своего сердца людям, маленьким, средним, молодым, даже, может быть, где-то незнакомым. Мы открываем в нашем университете год педагога и наставника 18 января. Не случайно, ибо в этот день считается днем рождения Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. И за нами, дорогие коллеги, уважаемые студенты, еще где-то даже большая роль. 60 тысяч выпускников вышли из стен нашего университета. И нам еще предстоит долгие годы, десятилетия и столетия служить во благо нашей республики, нашего общества. Именно мы с вами готовим будущих учителей. Мы готовим будущих педагогов, мы готовим личности. Как говорил Константин Дмитриевич Ушинский, 200-летие которого мы будем праздновать в этом году, только личность может сформировать другую личность. А это значит, что за нами, за каждым из нас очень большая ответственность по подготовке этой личности. Дорогие друзья, искренне вас всех поздравляю с прекрасным поводом, с днем рождения нашего университета, с прекрасным годом, годом педагога и наставника. Уверен, что и на федеральном, и на республиканском, и на муниципальном уровне будет сделано много, не только для поднятия престижа профессии, но и для материального благополучия, для того, чтобы мы еще больше уважали наших учителей. То же самое мы будем делать в стенах нашего университета. Я уверен, что, как и прежде, наш университет будет созидать будущее и будет одним из ведущих вузов не только нашей республики, но и всей большой страны. Кадрлы достар, хөрмәтле ветерандар, һеҙҙе барығыҙҙы ла университетыбыҙҙың туған көнө менән ҡотлайым һәм остаз һәм уҡытыусы йылын башлап ебәреү менән ихлас күңелдән тәбрикләйем. Барығыҙға ла уңыштар, һаулыҡ һәм иҫәнлек теләйем. Доброго года педагога и наставника, добрых нам учеников и добрых нам наставников. С праздником, дорогие друзья!